Слышно меня? Да, слышно. Мгм. Так, сегодня у нас вебинар начинается на тему «Как на выгодных условиях получить льготный займ». Выступает Елена Максимова, заместитель генерального директора Фонда развития города Якутска. Здравствуйте. Мы начинаем? Да, начинаем. Тогда я сейчас включу презентацию. Так. Я ее найду. Видно? Не видно, да? Так, сейчас, минуточку. Попробую настроить. Алло, нет, не видно презентации. Сейчас, минуточку. Сейчас. Так, отключила. Нужно открыть ее сначала. А вот я ее открываю, она у меня здесь открывается. Может, мне ее через PowerPoint открыть? Или... Сейчас я тогда PowerPoint возьму и открою. Так. Там внизу кнопка «Показать экран», и надо выбрать. Да, сейчас, минуточку. Так, прошу прощения за заминку. Ага, вот сейчас пробую. Сейчас вот здесь должна включиться. Вчера проверяли же. Давайте я заново попробую еще раз. Раз. А, вот. Теперь видно? Да, все видно. Ага, все, отлично. В общем, сегодня мы рассказываем про продукты Фонда развития города Якутска. Сам фонд создан в 2015 году. За все время деятельности фонд предоставил займов на сумму 554 миллиона рублей и поддержано 263 проекта развития бизнеса. Фонд работает по двум программам. Муниципальным – это развитие агропояса городского округа город Якутск, и по поддержке и развитию предпринимательства, туризма в городском округе город Якутск. Вся продуктовая линейка у нас предоставлена в виде 8 займов, на данный момент 7. Это займы по линии агропромышленного комплекса и по линии развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня мы вам расскажем о займах бизнес-развития, бизнес-доверия и бизнес-старт. Бизнес-приоритет – это для городских пассажироперевозчиков. У нас есть сайт www.fondekt.ru, где предоставлен каждый вид продукта. Бизнес-старт, бизнес-развитие, бизнес-приоритет и доверие. Можно на сайт зайти, увидеть все эти продукты, провалиться во вкладку подробнее, и будут все условия и требования по предоставлению документов здесь представлены. Если вкратце говорить о различиях, то бизнес-старт, он идет для начинающих предпринимателей, срок регистрации которых от 6 месяцев. Что это значит? Если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо в налоговом органе от, допустим, 1 января 2020 года, то с этого момента считается ваш срок регистрации бизнеса. Также обязательное условие предоставления прописка ИП, либо регистрация юридического лица обязательно должна быть на территории города Якутска. Нас обычно так и называют городской фонд.
Различие между тремя продуктами у нас – это срок регистрации бизнеса, сумма. В бизнес-старте сумма у нас до 500 тысяч рублей, срок регистрации от 6 месяцев и обязательное предоставление обеспечения залог или поручительства. Здесь в доверии срок от 6 месяцев, сумма уже идет больше, она до 1 миллиона рублей. И обязательное условие – это поручительство юридического лица. Бизнес-развитие здесь уже для более устоявшихся предпринимателей, срок регистрации которых от 1 года, сумма до 3 миллионов рублей и обеспечение в виде залога либо поручительства. Вообще общие требования к заемщикам у нас следующие. Микрозаймы у нас предоставляются на условиях возвратности, платности, срочности и обязательно должно быть целевое использование. Хозяйственный субъект должен соответствовать 209 федеральному закону о субъектах малого и среднего предпринимательства. Вы должны состоять в реестре МСП. Вы можете проверить на соответствие себя вот по этой ссылке rmsp.налог.ру. Также субъект ИП или юридическое лицо не должно осуществлять производство, реализацию подакцизных товаров. Это добыча полезных ископаемых, реализация бензина, табака, алкоголя. В общем, вот эти акведы не должны быть в вашей выписке ЕГРЮЛЬ или ЕГРИП. Ну, соответственно, они не должны быть, и вы не должны этой деятельностью заниматься. Обязательное условие также это регистрация и осуществление деятельности на территории города Якутска. Допускается наличие задолженности по налогам до 50 тысяч рублей. Это для субъектов МСП только. Для сельхозников у нас такого условия нету. То есть послабление. Также необходимо, чтобы у вас были положительные финансовые результаты в продукте бизнес-развития. Допускается убыток до 30%. Тоже послабление ввели с 2022 года. И положительная кредитная история за последние 6 месяцев. Также требования к заемщикам – это обеспечение, то есть займ должен быть обеспечен либо поручительством, либо залогом. Займы у нас целевые, то есть вы конкретно приходите за определенной целью, указываете ее в заявке, и затем надо будет освоить денежные средства именно на ту цель, которая указана в договоре займа, в заявке, конкретно с которой вы обратились в наш фонд. Цели могут быть следующие. Это приобретение основных средств, оборудование для вашего бизнеса, специализированная техника, автомобили. Также может быть пополнение оборотных средств, то есть кассовые разрывы часто возникают на приобретение сырья, материалов. Также есть такие цели, как рефинансирование кредитов, если ранее на юридическое лицо или индивидуальный предприниматель на себя оформил кредит и под большой процент в банке, то тоже есть возможность рефинансировать под 5% годовых в нашем фонде. Для этого необходимо предоставить кредитный договор, график платежа и соответствующие документы по перечню документов. Может быть цель также строительно-монтажные работы, ремонтные работы, пристрои, строительство, также плата аренды, коммунальных платежей и расширение деятельности, открытие филиалов, дополнительных видов. Как получить займ от фонда предпринимателя? Сначала необходимо подать заявку и технико-экономическое обоснование. Это упрощенный бизнес-план в отдел предпринимательства на Ленина, 15. Это здание окружной администрации города Якутска. Заявку рассматривают у нас координационный совет по предпринимательству при главе города Якутска, который состоит из 25 членов, то есть это предприниматели нашего города. Если ваша заявка положительная, дается положительная рекомендация, далее необходимо собрать полный перечень документов в фонд. Это 3-й этап. Фонд уже рассматривает ваши документы, делает соответствующий анализ, заключение и конечное решение принимает правление фонда.
о выдаче микрозайма. После с вами заключается договор займа, залога либо поручительства и соглашение о безакцептном списании денежных средств с банками, где у вас открыты расчетные счета. Это краткая информация о продуктах фонда. Также стоит отметить, что ставка ранее в 2021 году была по всем микрозаймам у нас 7%, она снизилась до 5%. И с 2022 года по положительным результатам допускается убыток по бизнес-развитию до 30%. Это смотрится по вашей налоговой декларации, а также для юридических лиц по форме 2, то есть по отчету о прибылях и убытках. С 2022 года также в продукте доверия может допускаться убыток в последнем, на начальном этапе деятельности, когда вы только зарегистрировались и начали свой бизнес. Ранее обязательное условие было также, что займ должен быть обеспечен залогом и поручительством. С 2021 года тоже ввелось послабление: либо залог, либо поручительство. По продуктам, по обязательным условиям и необходимым документам, которые необходимо предоставить для рассмотрения вашей заявки. Как ранее сказали, обязательные условия при продукте «Бизнес-старт» – это срок регистрации не менее 6 месяцев. То есть иногда звонят, спрашивают: вот я хочу завтра зарегистрироваться как ИП, дайте мне, пожалуйста, займ. Мы говорим: если вы встали только на учет, надо дождаться 6 месяцев, и тогда уже можете подойти за займом. Ну, либо когда вам будет 5,5 месяцев, чуть-чуть время оставить на рассмотрение и подойти. Обязательное условие также осуществлять деятельность на территории города Якутска и обеспечение в виде залога либо поручительства. Документы – это заявка, технико-экономическое обоснование, ваши документы – это паспорт, СНИЛ, свидетельство о постановке на учет и ННН. Копия учредительных документов, если ваша форма собственности – это общество с ограниченной ответственностью, закрытое общество, либо акционерное общество. Также необходимо предоставить документы на место ведения деятельности, копии бухгалтерской финансовой отчетности, либо также налоговой декларации и копии стат-отчетов, если вы сдаете статистические отчеты. Справки надо собрать с налогового органа об открытых расчетных счетах и о состоянии счета ЕНС с 2023 года. Также документы по залогу, поручительству и иные документы по запросу фонда. Бизнес-развитие, тут сумма у нас больше, идет она уже до 3 миллионов рублей. Срок везде у нас один, он до 3 лет. Здесь срок регистрации должен быть у предпринимателя не менее 12 месяцев. Деятельность уже должна осуществляться. И также необходимо предоставить обеспечение в виде залога либо поручительства. Документы все те же самые. Заявка, паспорт, учредительные документы, налоговая отчетность, финансовая отчетность, справки с банка надо собрать и справки с налогового органа об открытых расчетных счетах и о состоянии счета ЕНС. По продукту доверия здесь у нас максимальная сумма 1 миллион рублей, 5% годовых ставка. Вы должны быть зарегистрированы не менее 6 месяцев, осуществлять деятельность также на территории города Якутска. И обязательное условие – это предоставление обеспечения в виде банковской гарантии или поручительства юридического лица, в уставной деятельности которого есть такой КВЭД, как поручительство. Документы перечислять не буду, они указаны, и ранее я уже их несколько раз сказала. Что касаемо обеспечения, частый вопрос: юридическое лицо, кто может выступить поручителем? Поручителем может выступить с 2021 года у нас республиканский фонд.
Это микрокредитная компания, Фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Находятся они на Орджоникидзе 20. Они могут выступить поручителями до 70% от суммы займа. Вознаграждение, то есть эта услуга не бесплатная, она стоит 0,5% от суммы поручительства. Для начинающих предпринимателей эта сумма 0,1%. То есть для начинающих это очень хорошее подспорье при получении заявки. Отдельно подготовили стоимость поручительства в республиканском фонде. Допустим, ИП берет займ 1 миллион рублей. Сумма поручительства, на которую может претендовать ИП, до 700 тысяч рублей. И сумма вознаграждения будет стоить вам 3500 рублей за 1 год. Если займ берете на 2 года, то необходимо оплатить 7000 рублей. А если 3 года, то это 10 500 рублей. Также следует отметить, что заявку на поручительство от вашего имени подает фонд, то есть не надо никуда идти, вы все документы сдаете только к нам, а мы уже отрабатываем заявку по поручительству. Что можно предоставить в залог и вообще кто его может предоставить? В залог может предоставить сам заявитель, также залог может предоставить третье лицо, ну и организация. Залог – это имущество, которое выступает обеспечением по займу и гарантирует исполнение заемщиком своих обязательств перед фондом. Залогодателем по договору займа чаще всего выступает сам заемщик, либо третьи лица тоже могут выступить. В качестве предмета залога может быть недвижимость, это жилая, квартира, дом, нежилая, гаражи, дачи, помещения, также коммерческая недвижимость. Также движимое имущество – это транспортные средства, сельскохозяйственная техника, может быть оборудование и может быть также имущество, которое вы приобретаете за счет средств фонда. Покажем вам примеры графиков. Это график под 5% годовых, сумма 500 тысяч рублей. Первые 6 месяцев вы можете оплачивать только проценты, начиная с 7-го месяца производить оплату тела. Смотрим колонку платежей всего, оплата номинала и процентов, и выходит ежемесячный платеж, то есть в среднем он составит где-то порядка 17 тысяч рублей. Переплата за 3 года будет 44 788 рублей. Комиссий никаких скрытых у нас нету, сборов у нас нету, страховых никаких выплат нет. Вот какой график вы получили, вы по нему и оплачиваете. Графики платежей вы можете также посмотреть на нашем сайте www.fondekt.ru. Там есть личный кабинет, у нас есть для каждого заемщика, а также есть калькулятор, где можно поставить срок, сумму, и у вас выйдет график платежа. Это график платежа по продукту доверия под 5%, сумма 1 миллион рублей. Везде поставили стандартные графики с отсрочкой 6 месяцев по основному долгу, а затем уже начиная с 7-го месяца оплата основного долга идет равномерными частями. Здесь сумма переплаты за 3 года составит 89 577 рублей. И график на 3 миллиона рублей. Здесь 2 варианта. Можно платить сразу, номинал, начиная с 1-го месяца, или номинал с отсрочкой 6 месяцев. Здесь переплата будет меньше на 30 тысяч рублей во 2-м варианте, ввиду того, что номинал начинается у нас сразу с 1-го месяца. Также вы можете гасить платеж досрочно, оплачивать, тогда сумма процентов она будет начисляться на остаток займа и будет составлять переплата меньше. Обязательно вы должны подать при подаче полного пакета документов заявку, есть стандартная форма, и технико-экономическое обоснование. Технико-экономическое обоснование мы всегда помогаем делать нашим
потенциальным клиентам, заемщикам. Если возникают сложности при заполнении, у нас есть специалисты, экономист. Вы просто отправляете свои данные, а мы уже помогаем при составлении. Технико-экономическое обоснование у нас выглядит следующим образом. Необходимо заполнить полное наименование инициатора проекта, дату регистрации, указать адреса, юридический адрес, фактический адрес, ваш ИНН, вид деятельности по АКВЭДу, организационно-правовую форму, кто является бухгалтером и главным бухгалтером и руководителем. Состав ТО у нас это вот общее описание проекта, описание субъекта, продукции, маркетинговый план, производственный план, движение денежных средств, календарный план, и можно приложить приложение в виде фотографий, если деятельность у вас уже начата. Если какие-то из состава технико-экономического обоснования разделы вы не можете заполнить, вы можете отправить упрощенный бизнес-план в том виде, какой он есть. Мы уже посмотрим, проанализируем и все равно будем дорабатывать с экономистами. Обязательно необходимо указать характеристику имущества, приобретаемого на заемные средства. Здесь у нас представлен пример торговля, магазин под названием «Продукты», общей площадью 200 квадратных метров, принадлежащий ИП Иванову Ивану Ивановичу. Иван Иванович просит займ на пополнение оборотных средств. Сумма заемных средств составляет 700 тысяч рублей. И Иван Иванович представляет информацию, что 1 300 000 у него собственные средства. Представлена смета приобретения продукции, то есть это молочная продукция, хлебобулочная продукция и хозяйственные товары на сумму 2 миллиона рублей. Также предоставляется информация об активах предпринимателя, оборудовании, которое предоставлено в магазине. В технико-экономическом обосновании необходимо заполнить данные за 3 предшествующих года по выручке. Выручку в данный момент 2023 год, эта выручка будет за 2022 год, выручка за 2021 год и 2020 год. Мы видим, что у предпринимателя выручка за 2022 год составила 1 620 000 рублей, уплачено налогов 59 тысяч рублей, из них внебюджетные фонды 43,2 за предпринимателя и налог УСН 16 200 рублей. Краткое описание продукции необходимо предоставить. То есть предприниматель в основном продает 3 группы товаров. Это молочная, хлебобулочная и хозяйственные товары. Маркетинг-план, кому реализуется данная продукция. Магазин «Продукты» находится в центре города. Посетители магазина не только живущие рядом, но и посетители деловых центров города Якутска, а также работающие граждане близ расположенных учреждений столицы республики. Если продукция реализуется через закупки, тендера, то есть эту информацию тоже желательно указать. Производственный план – это плановые показатели на будущие года по займу. То есть если вы просите сумму 700 тысяч рублей, мы должны с вами спланировать выручку, примерно спланировать себестоимость и посмотреть, выходите ли вы на прибыль, можете ли вы обслуживать данный займ. Здесь представлена продукция в штуках, сколько изделий продает предприниматель, средняя стоимость реализационная и сколько составит выручка по годам у предпринимателя. Мы видим, что 1 620 000 выручка за 2022 год составила, общая себестоимость 1 400 000, и после уплаты налогов прибыль у предпринимателя составила 263 000 рублей, и плановая планируемая прибыль средняя по годам составит 270 000 рублей. Рентабельность 11% в торговле. Также надо будет составить движение денежных средств. Здесь не обязательно все делать в таком табличном виде, как мы представили. Хотя бы ставить примерные расходы по
предыдущему году, а плановые показатели мы уже поможем вам поставить в зависимости от того, что вы планируете. Здесь мы видим, что в основном у предпринимателя большая часть расходов идет на приобретение продукции до 75%, дивиденды, содержание ИП, эквайринг, оплата труда, прочие расходы, аренда и коммунальные платежи. Также видим поступление займа 700 тысяч рублей и погашение займа по годам. То есть до 2026 года предприниматель этот займ погасит, и у него будут положительные денежные финансовые потоки. Также необходимо предоставить календарный план. В календарном плане мы видим, что закуп товара происходит у предпринимателя в мае месяце. В мае месяце закуп молочной продукции, хлебобулочной продукции и хозяйственных товаров. Продукции на 2 миллиона рублей ему хватит до декабря 2023 года. Так, займ 700 тысяч рублей. Это вот на основании вот этого графика 700 тысяч рублей, заемные средства, и составлено вот это технико-экономическое обоснование. Так, как быстро принимается решение по предоставлению займа? Сначала вы подаете заявку и вот технико-экономическое обоснование в отдел предпринимательства. Срок рассмотрения в среднем 5 дней. После этого, как вы предоставите нам полный пакет документов, заявка, ТЭО, справки с банка, справки с налогового органа, документы по залогу либо поручительству. Фонд рассматривает в течение 10 дней, и 10 дней у нас есть на решение правления фонда. Ну, в принципе, мы рассматриваем намного быстрее, когда у нас есть полный пакет документов. Часто бывает, что не хватает где-то справочки, налоговая не выдала какой-то документ. Подождите. Мы стараемся отработать с предпринимателями побыстрее. Наши проекты, которые у нас реализованы, это закуп автотранспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями, были закуплены благодаря поддержке фонда. Также закуп материалов и запчастей для производства вездеходов. Берут строители на пополнение оборотных средств, на закуп сырья хлебопекарни, для изготовления хлебобулочных изделий. Также активно поддерживаем туризм, сельское хозяйство, приобретение сельскохозяйственной техники, приобретение оборудования для мастерских, станций, технического обслуживания, частные сады у нас к нам обращаются за займом, прачечные, производство текстиля, легкая промышленность и так далее. Наши контакты. Мы находимся по адресу Орджоникидзе, 36/1 на 4-м этаже, кабинет 403-1. Можете в любое время подойти на очную консультацию. Мы работаем с 8:30 до 5:30. Обед у нас с 12:30 до 2. Также у нас есть сайт. Можете зайти, ознакомиться с нашими продуктами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка указана. И можете звонить по телефону 8 924 870 0071. Спасибо за внимание. Будут ли у вас вопросы? У меня есть вопрос. Так, пожалуйста. Там говорите, что нужно дать декларацию о доходах там за прошедшие годы. Ну, допустим, мы работаем по патенту, у нас нет никаких деклараций. Можете предоставить патент. Патент мы примем. Патент я предоставлю, но вы же не увидите наши доходы. Они никем не подтверждены, никем. Вы предоставляете справку по расчетному счету, где указаны у вас ваши обороты. Мы смотрим кредитовые обороты по справке. Также, если у вас есть кассовая книга, предоставляете кассовую книгу по доходам. Кудир имеете в виду? Угу.
книгу учета доходов и расходов, да? Да. Если ее нету, то Мгм. смотрим по справке, по оборотам. Здравствуйте, у меня А тоже. данные, например, с этого, сейчас же везде онлайн-кассы же, Да, то есть онлайн у нас есть выгружаете, данные по онлайн-кассе. выгружаете данные и предоставляете. А этого будет достаточно, да? Да. Ну все, понял, ага, спасибо. У меня еще вопрос. Я посмотрела сейчас на сайте Росстата, нужно ли сдавать, ну, свой ИНН забила, и там написано, что никакая статистическая отчетность не требуется. ИП. Да, статистическая отчетность – это у нас не обязательный документ при наличии, то есть если вы должны предоставлять, то предоставляйте статотчетность. Если у вас такой обязанности нет, то налоговой декларации будет достаточно. Хорошо. Еще один вопрос. Мгм. Вот там были цели на кредит, да, целевой, и они для всех продуктов подходят, да, эти цели? Для продуктов бизнес-старт, бизнес-развитие и доверие. Они подходят. Да. Мгм. А вот можно ли, там я так поняла, что можно приобрести недвижимость, я так понимаю, да, потому что там ее можно под залог сдать, как ипотека. Да, недвижимость должна быть нежилая для Мгм. целей бизнеса, то есть нежилая для своих целей, не квартира. Ну, это понятно, Мгм. что это не жилая недвижимость. Ага. Так, Вопрос можно, да? Можете также спасибо. предоставить под залог. Мгм. Вот, здравствуйте, спасибо. У меня такой вопрос. Цели, да, можно ли несколько целей выбрать? Например, аренда и пополнение оборотных средств, например. Можно. То есть Или только одну можно выбрать? нет, это будет все по целью пополнения оборотных средств, и в скобочках можете указать приобретение сырья, аренда, коммунальные платежи. Мгм, мгм. И второй вопрос. Отчет. Когда и как сдавать отчет по использованию вот этих средств? Каким образом? Там договора, там какие-то счеты, акты, накладные, все надо, да? Да, мы с вами заключаем договор займа. В договоре займа будет пункт о том, что вам дается определенный срок, обычно срок от 3 до 6 месяцев на освоение денежных средств, а также форма, по которой предоставляется целевой отчет. Это договор купли-продажи, акт приема передачи либо товарная накладная и платежное поручение о том, что с вашего расчетного счета деньги ушли поставщику на определенную цель. Мгм. И крайний вопрос. Вот я буквально неделю назад получил микрозайм в Фонде развития предпринимательства на Орджоникидзе 20. Правда, под кабальные проценты, там под 15% мне выдали 2 миллиона. Вот, я просто не знал, что у вас тоже есть такая вот услуга, да? Документы я собирал те же самые, но очень долго, да, вот с ФНС, со всех банков, с расчетных счетов там и так далее. Можно ли подать на рефинансирование, не собирая те же самые документы? Рефинансирование вы можете получить только если вы оформили кредит в кредитном учреждении. Микрокредитная компания, Фонд предпринимательства Республики Саха-Якутия, она является некредитной организацией, поэтому, к сожалению, на рефинансирование вы подать не можете. Угу, хорошо, спасибо. Еще Если вопрос можно, да? Вот насчет, там есть статья до приобретения оборудования. Например, вот нам нужно большие холодильные, морозильные камеры, да? Они достаточно так дорого стоят. Но для того, чтобы подать заявку, нам не нужно же предоставлять вам какие-то счета там и так далее. То есть мы просто говорим, что мы хотим купить морозильные камеры. Они стоят примерно столько-то. А потом уже мы ищем поставщиков после того, как получим средства от вас. можно сделать и так. Можете предварительно предоставить коммерческое предложение, но цель займа указать приобретение оборудования. Но надо будет затем отчитаться конкретно по приобретению оборудования. То есть поставщик, да, поставщик, он в течение определенного времени, он может поменяться. Ясно. Так, а теперь такой момент, там, говорит, там же этот маркетинговый план и так далее, там оборудование, оно же как бы не несет в себе никакого маркетингового плана, оно как бы это расходная часть. То есть Она это же, вот, ну, пойдет одной допустим, строкой, да, она пойдет одной строкой, и там будет указана только сумма.
А потом мы должны просто показать, какие у нас обороты и что мы сможем все-таки гасить этот кредит, например, да, то есть таким образом. Верно. Ясно, понял, спасибо. Мгм. В чате вопрос. Так, тут у нас вопросы еще. Свое единственное жилье можно сдать в залог? Единственное жилье, к сожалению, нельзя. Необходимо будет предоставить еще дополнительные документы о том, что у вас есть дополнительное жилье. Ага, спасибо. А автомобили принимаются в залог же, да? Имеется в виду там их стоимость как оценивается, каким образом? Для оценки автомобиля необходимо предоставить нам документы. Это свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. Оценку автомобилей производит фонд сам. То есть не надо предоставлять рыночную оценку. Понял, спасибо. Еще один вопрос. Вот эта оценка, то есть вот вы оцениваете залог, например, стоимость автомобиля, да? А вы выдаете займ на всю стоимость залога или опять как в банках какой-то процент от стоимости? Мы применяем свой дисконт, то есть стоимость залога, она должна превышать стоимость займа. Если вы берете 3 миллиона рублей, то залог должен быть хотя бы на 3 миллиона 600 тысяч рублей, чтобы мы могли его дисконтировать до 3. То есть примерно на 20%, да? Да. В зависимости от ликвидности. То есть это все... У меня еще вопрос. Угу. Как часто заседание Координационного совета происходит, который вот принимает там? Координационный совет заседает у нас каждый вторник в обязательном порядке, когда поступают заявки, созывается внеочередное собрание. Обычно это происходит сразу. Хорошо. Понятно. Вопрос можно еще один? Говорите. Например, вот я свою единственную квартиру сдать в залог, оказывается, не могу. Не могу. Могу я попросить, например, своего друга, стороннего человека, у которого там 2 квартиры, сдать в залог там свою одну квартиру? Так можно? Или обязательно это родственник должен быть какой-то там? Не обязательно должен быть родственник. Третье лицо может выступить залогодателем. Это может быть друг, может быть коллега, у которого, как вы сказали, есть несколько недвижимостей. Еще такой вопрос. Цели кредитования обязательно должны быть какие-то... Это же как конкурсная заявка, получается, не всем одобряют. И выходит так, что какие-то цели должны быть вот прям социальные, почти как грант. Займ у нас целевой, но вот те цели, которые мы указали, вы в заявке можете указать. Но вот если вам действительно нужны деньги на эти цели, вы можете подать заявку. У нас отказов совсем мало. В основном все заявки одобряет правление Просто фонда. У меня получается как будто конкурсы, там куча заявок, и только там социально направленный бизнес, только там типа такого нет. Мы поддерживаем почти весь бизнес, который у нас действует на территории города Якутска, за исключением подакцизной деятельности. Да. Нет, торговлю мы тоже поддерживаем. Да? Хорошо. Да, по подакцизной деятельности это я имею в виду табак, алкоголь, бензин. То есть, получается, в выписке не должно быть вот этих акведов, да? Да, выписки не должно быть, и вы не должны заниматься этой деятельностью. То есть фонд обязательно выезжает на место ведения деятельности. Если это магазин, и он торгует спиртной продукцией, то, к сожалению, и если даже ее нет в акведе, но это предприниматель этим занимается, то, к сожалению, мы не сможем предоставить займ. Хорошо, спасибо. Вот еще такой вопрос. Вот есть же понятие, как продажа готового бизнеса. Например, в объявлении там продаю готовый бизнес, там действующий продуктовый магазин. Вот, или что-то другое, да, вот такой вариант в целях может быть. Ну вот если вы приобретаете готовый продуктовый магазин, то у вас должно быть уже
предприятие оформленное, и смотря, что вы приобретаете в этом магазине. То есть наверняка вы приобретаете только стеллажи, оборудование и товар. То есть вы у ИП закупаете продукцию. Под таким ракурсом, да? Мгм. А на строительство возможно получение займа? А можно поконкретнее на строительство чего? Для целей деятельности бизнеса? Да, но у нас, например, производство, например, строительство цеха. Строительство цеха, да, это цель. Давайте из комментариев почитаем вопросы. Здравствуйте, можно ли получить с корпорации МСП поручительство? Поручительство, как мы выше указали, лучше попросить у Фонда развития предпринимательства. С ними у нас есть соглашение, с ними мы работаем. Они на хороших условиях предоставляют поручительство. Насчет корпорации МСП этот вопрос надо проработать. Здравствуйте, автобусник внутригородской маршрут может взять займ по продукту «Бизнес-приоритет». При этом может быть залогом приобретаемый автобус. Да, вы можете обратиться к нам в фонд напрямую, сразу, без координационного совета по продукту «Бизнес-приоритет». Мы посмотрим на соответствие, и приобретаемый автобус, он может быть залогом. Земельный участок может быть залогом. Да, земельный участок может быть залогом. Вроде вопросов пока больше нету. День добрый. Меня слышно, да? Слышно? Ага. Еще раз день добрый. Подскажите, вот запись эфира будет, да? Это Я не вопрос. там, Да, может, там запись зашел. будет. Да, будет запись. Будет, да. А потом ссылки отправят, да? Вот в Да, да, мы WhatsApp. всем отправим ссылки. Ага, отлично. Где вот так? Еще вот второй вопрос. Потом к вам отдельно можно будет подойти, да? Там вопросы уже задать, потому что у меня сейчас не получается присутствовать Да, вы до можете к конца. нам подойти. Мы находимся в LX-центре, это Орджоникидзе 36/1 на 4-м этаже, кабинет 403-1. Ага, хорошо. Можете Ага, звонить. все, спасибо, хорошо. В Тогда ГИС наши контакты есть. Спасибо. А какая текущая капитализация фонда? На текущий момент капитализация фонда составляет 256 миллионов рублей. На данный момент мы располагаем свободными средствами. Вы можете обращаться с заявками на получение займов. Так, теперь по поводу строительства. Допустим, вы там, нам одобрили как бы вот кредит и так далее, да? Есть ли какой-то период, чтобы пока не брать этот кредит, до там, допустим, решения каких-то земельных вопросов? Если вы подходите под соответствие правилам предоставления, у вас будет срок подойти после решения правления фонда. Мы даем срок 30 рабочих дней для подписания договора займа. То есть месяц есть там, да, на подписание договора, после уже конкретного одобрения? Опять же, все документы у вас должны соответствовать под правила предоставления. А оценку земельного участка тоже вы проводите? Оценку земельного участка необходимо предоставить заемщику. То есть машину вы сами оцениваете, а земельный участок это уже мы сами оцениваем. Движимость оценивает фонд. Конкретно это транспортные средства ликвидные. Что касаемо оборудования, специфичное оборудование и недвижимость оценивает заемщик. А оборудование, на котором мы сейчас в текущий момент работаем, оно тоже может быть предметом залога? Может быть предметом залога. А это оборудование тогда тоже кто оценивает? Это мы должны оценщик показать, или это уже вы оцените? Необходимо же... у оценщиков заказать оценку рыночную стоимости оборудования. Понятно, спасибо.
А еще вопрос по поводу этой оценки. Мы заказали, допустим, оценку. В какой период времени она действует, эта оценка? Оценка действует 6 месяцев. Так, еще там пару вопросов в чате. Вроде вопросов больше нет. Мгм. Если нет дохода, можно ли получить заем на строительство цеха? К сожалению, если у вас совсем нет доходов на строительство цеха, займ предоставить фонд не сможет. Сколько случаев невозврата кредитов у вас было? Ну, на данный момент все кредиты у нас возвратные. А можно еще вопрос? Вот цели обязательно должны соответствовать основным ЭКВЭДам или нет? АКВЭДам, да, и деятельности организации тоже. Ну вот, Деятельность да, тоже. деятельность Ну, организации по АКВЭДу должна быть. допустим, например, у меня магазин одежды, да? Мгм. А хочу я взять микрозайм под открытие там автосервиса, грубо говоря. Ну, Так, можно? дополнительный вид, если есть у вас АКВЭД, то да. Если добавить. Мгм. Хорошо, спасибо. Так, вроде вопросов нет. Вы можете звонить по телефону 8 924 870 0071 и задавать вопросы. Мы ваши контакты всем участникам отправим. А также презентацию вашу можно, да, запросить, тоже всем направить? Или Хорошо, презентацию направим. так, вроде все. Спасибо за очень хорошее, интересное выступление. Спасибо большое, что уделили время. Вам спасибо за информацию. Надеемся, будут обращения за займами. Ждите, конечно, будут. Всем до свидания. Всего доброго.